В течение 10 дней учащиеся городской классической гимназии представили гостям программу «Культурное и природное наследие Якутии». Поэтому дни, проведенные в Якутске, были очень насыщенными и интересными. Учащиеся школы имени Рудольфа Вирхова расположились в гостевых семьях. Schule und dann schreibt man einfach mal eine E-Mail. Сначала, конечно, нужно найти город и школу, с которой хотелось бы потом в дальнейшем иметь обмен. Ну и тогда я подумала, а почему бы не показать тоже своим ученикам вот это вот сибирский город и то, что многие стереотипы, которые складываются у немцев в Европе, да, что они вовсе ошибочные. В первый учебный день для немецких школьников прошли очень познавательные, творческие, тематические мастер-классы от учителей гимназии, на которых гости не только узнали много нового о Якутии, но и смогли сами поиграть на хомусе, посостязаться в масс-рестлинге, в хабылык, выучить движения национальных танцев народов Якутии, создать своими руками украшения из кожи, меха и бисера. Да, действительно, мы увидели и поняли, что здесь может быть не только холодно, но и тепло. Да, и в принципе очень понравилась мне программа. Самым запоминающимся событием стало восхождение на вершину Ленские столбы. Чтобы совершить этот личный подвиг и зарядиться энергией столь значимых, чтимых мест, ребята проплыли 200 километров по реке Лена на катерах и прошли по экологической тропе протяженностью 2 километра. Музей и учили там много якутское традиционное и что там кушать есть и все там. Там очень много рыбы было, и я все попробовала, потому что по-другому было, интересно было. Погода нормально. Вот так долго еще не минус 30. Зимой я хочу сюда прийти. В конце проекта все участники успешно защитили свои проектные работы. Были отмечены работы по теме «Национальная еда», «Хомус», «Национальные украшения». А по условиям обмена ожидается, что и наши гимназисты поедут в Берлин по обмену.